Дорогие друзья, рад приветствовать каждого из вас на этом прекрасном выпуске по изучению такой важной темы, как лень. Если в нашем первом видео мы рассмотрели причины ее возникновения, то в продолжении сегодня с вами постараемся разобрать, как же мы сможем ее преодолеть. Есть некоторые советы, с которыми бы я хотел с вами поделиться. Во-первых, нужно сказать, что мы должны быть мотивированы. Искренне желать от всей души, источать глубокое желание переделать свою жизнь. И если у нас нет мотивации, и если нет у нас такого рвения, то, естественно, будет очень и очень сложно преодолеть те препятствия, которые ставит перед нами лень. Простейшим примером, который я бы хотел привести, является то ощущение голода, которое порой мы с вами ощущаем вечером, придя после работы домой, лежа на диване. Охота кушать, но при этом лень говорит: не надо вставать, лежи, отдыхай, телевизор посмотри. Но голод не тетка, как говорится, и поэтому вот это глубокое первобытное чувство голода быстро сподвигает нас, мотивирует искренней мотивацией, чтобы мы подняли свое мягкое место и, зайдя в эту кухню, приготовили для себя ужин. Вот в чем мотивация. В глубоком желании, глубоком первобытном желании. И если перед нами есть какая-то проблема, какое-то препятствие, которое лень ставит для нас, как будто большая, крепкая, непреодолимая стена, во-первых, для себя вспомните, для чего и с какой целью вы хотите это все перебороть. И поэтому правильная мотивация, правильное желание, глубокое желание изнутри нашего сердца непременно помогут нам преодолеть эти моменты. Во-вторых, это правильное планирование. Дорога в 1000 километров, как известно, начинается с одного шага. Также и ваша цель, которую вы поставили перед собой, и те идеи, к которым вы стремитесь, вы никогда не дойдете сразу за день, за один прыжок. Надо постоянно идти к этому. Надо делать шаги, надо развивать себя. И вот таким вот образом мы должны планировать, каким образом мы сможем преодолеть те или иные препятствия в нашей жизни. То есть лень просто так нельзя убрать. Надо планировать, каким образом она будет убираться из нашей жизни. Вот, например, из моей жизни я хотел бы привести отрывок, каким образом мы, например, сносили у себя во дворе старый сарай и ставили на его место новый. Первым делом мы убрали верхнюю часть, потом убрали нижнюю часть, потом все это вычистили, потом выкопали фундамент, потом поставили уже стены, потом уже крышу. Кто-то скажет: ну ты по сути глупую вещь сказал. Это и есть путь, который все проходят при, например, строительстве нового сарая. Естественно, этот путь. Но в голове у нас должен стоять не просто сарай, а в голове у нас должна стоять схема. Завтра я сделаю то, послезавтра это, послезавтра вот это, потом я это все уберу, потом я это все поставлю. То есть, если у тебя, как в диафильме, построены уже кадры, к которым ты стремишься, то и лень преодолеть будет легче. Если человек просто лежит и размышляет: я хочу достичь вот этого, я хочу достичь вот этого, но при этом не разбивает по частям свой путь решения этой проблемы, не додумывает по каждому винтику, каким образом он будет использовать тот или этот иной инструмент,
то в этом случае лень не будет уходить из нашей души. Нужно уже в голове разбивать каждую часть твоего плана, каждую, так сказать, каждый механизм должен быть уже рассмотрен нами. Это во-вторых. В-третьих, очень важен оптимистичный настрой, что у нас все обязательно получится. Если у вас есть рядом люди, которые постоянно говорят, у тебя ничего не получится, не общайтесь с ними. Будьте далеки от них. Верьте самому себе, что у вас обязательно получится. Знаменитая пословица. Глаза боятся, руки делают. И поэтому, какая бы у вас проблема не казалась огромной и неразрешимой, не поддавайтесь этому страху. У вас всегда должен быть крепкий, яркий настрой, который говорит, мы все решим, мы все сделаем. То есть нам нужен полнейший оптимизм, чего нам часто порой бывает не хватает. И поэтому, дорогие друзья, живите в вопросе вашего преодоления лени дружно с оптимизмом. Самое-самое главное. Итак, в-четвертых, хочется сказать, что мы должны всегда вознаграждать себя за преодоление лени, даже если чуть-чуть смогли хотя бы пройти небольшой уровень, как в компьютерной игре, мы должны обрадовать себя прекрасным кусочком торта, отдыхом, небольшим просмотром, так сказать, любимого сериала, но хотя бы чуть-чуть, но мы должны обрадовать себя, должны вознаграждать себя минимально, но дарить для нашей души успокоение. Это очень и очень важный фактор, который часто, порой многие из нас упускают. В-пятых, не бойтесь совершения ошибок. Даже когда мы с вами преодолеваем лень и проходя эти тернистые пути, мы нередко совершаем оплошности, делаем какие-то грубые или простые ошибки. Порой кто-то из нас может остановить себя. Все, я не могу. Я лучше буду лежать в кровати, буду лежать на диване, ничего не делать. Нет. Преодоление ошибок, сложностей, то, что мы совершаем в нашей жизни какие-то шероховатости, это абсолютно естественно для любого живого человека. И поэтому никогда не смущайте себя одними лишь ошибками, будто они являются какой-то важной причиной, которые могут вас остановить. Будьте всегда оптимистически настроены, даже по отношению к ошибкам. Потому что любая ошибка на самом деле это новый учитель в вашей жизни, который дает прекрасный урок, который в следующий раз, скорее всего, вы обойдете правильным образом и не наступите дважды на одни и те же грабли. В-шестых, вы должны найти для себя отдых. Постоянно работать только над ленью нельзя. Нужно уметь отдыхать. Не возвращаться снова обратно в этот проклятый диван или эту бессовестную кровать, которая постоянно зовет вас. Давай отдохни, давай полежи, давай зачем тебе все это. Отдых имеется в виду, вы должны порой менять ваше восприятие мира. Если сегодня вы трудились, а завтра вы должны как-то более расслабленно отнестись к нему. Погулять, пообщаться со знакомыми или наоборот посидеть в тишине. Поэтому отдых, преодоление линий является очень и важным фактором. И, дорогие друзья, мы с вами должны, на самом деле, если верующие люди, также не забывать о важности молитвы. Молитва как для мусульманина, так и для православного или для представителя любой иной веры, это крепкое связующее звено между Господом и Его творением, то есть между людьми и Богом. А Бог, Творец, как бы мы его ни называли, это тот, кто дает нам в этой жизни возможность вырасти, возможность проходить через жизненные испытания. Он сам дает нам эти испытания. И потому связь напрямую, через молитву, через мольбу, которую человек пытается или уже установил с Богом, является одной из крепчайших нитей
которые могут превратиться в огромный стальной канат, который поможет перетянуть вам вашу лень, стать сильнее, стать крепче и в итоге дойти до успеха в вашем начинании. И поэтому, дорогие друзья, если вы являетесь верующими людьми, соблюдаете каноны своей веры, обязательно этот важный фактор, как молитва, как мольба, старайтесь использовать в вашем пути преодоления лени. Это огромная помощь, несоизмеримо большая помощь, которую Всевышний Господь дарует каждому из нас. И поэтому, дорогие друзья, успехов, удачи каждому!